Ну а прямо сейчас пришло время деталей дня. Передаю слово своему коллеге, у которого сегодня праздник. Геннадий, добрый вечер. С днем рождения. Вам слово. Спасибо, Александра. Юрген продолжает работу в прямом эфире. Завтра в республике проходит благотворительная акция «Спасти ребенка». О том, кто и как собирает деньги на благое дело. О благотворительности в республике мы поговорим сегодня в программе «Детали дня». Акция «Спасти ребенка» проходит в республике ежемесячно с октября этого года. Крупнейшие средства массовой информации республики объединяются с одной целью – помочь конкретному ребенку. А потом сообщают, как потрачены собранные деньги. За этим простым механизмом скрывается главное – мы вместе спасаем чью-то жизнь. И это только малая часть большой работы под названием «благотворительность». Продолжит моя коллега Елена Кононова. Это Олег Карманов, первый герой благотворительной акции «Спасти ребенка». Мальчику из Сыктывкара 4 года назад удалили опухоль в позвоночнике. Много месяцев ребенок оставался неподвижным. 4 октября вся республика собирала деньги на замечательный аппарат, который даст Олегу шанс встать на ноги и даже ходить в школу. Неравнодушные люди пожертвовали только посредством СМС более 100 тысяч рублей. У нас это новая школа строится, мы в надежде на нее, ждем ее очень, потому что нам сказали, что там будут созданы условия все, потому что вот мы 26-й школы закреплены, там не полностью они могут обеспечить учебный процесс в школе. Вот, и поэтому мы-то настроены, если что, мы пойдем в эту школу со всеми детьми наравне учиться, потому что голова у него на плечах есть, думаю, он учиться может, то есть программу вот эту, ему не хватает все равно вот этого общения с детьми. Таких историй по всей республике множество. Малыши стойко переносят операции, курсы химиотерапии и реабилитации. Разумеется, в рамках своих возможностей им помогают Министерство здравоохранения и Фонд социального страхования. Но даже получив квоту на бесплатную операцию, у родителей возникает проблема, где взять деньги на дорогу и проживание или препараты, которые по бесплатному рецепту получить сразу порой невозможно. В таких случаях как раз и может помочь благотворительность. Ею сегодня в Коми занимается немало организаций. И помогают они не только больным малышам, но и детям с ограниченными возможностями, ребятам из многодетных и малоимущих семей. Те же самые социальные центры столицы проводят различные благотворительные акции, вовлекая в них рядовых жителей, представителей бизнеса, общественников. Именно благодаря этим людям они, как правило, помогают из года в год, привлекают еще новых людей. И они не ограничиваются только одной акцией. Они потом сотрудничают в других мероприятиях, самостоятельно обращаются. Недавно к нам обратилась молодая общественная организация, в состав которой входят ученики, которые предложили нам поучаствовать в организации акции «Чудо-елка». То есть организовать для них праздник, для деток из семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации. Простые горожане и целые организации для детей из нуждающихся семей собирают подарки к Новому году, портфель к 1 сентября. Кафе, рестораны Сыктывкара проводят для малышей с ограниченными возможностями вот такие праздничные обеды. И все это бесплатно. Такие программы, как «Надежда», очень нам помогают в этом. Спасибо людям, которые здесь работают. Всегда поддержат, всегда помогут. Словом, делом. А эти подгузники специализированный дом ребенка собрали тоже неравнодушные люди. Акцию недавно провели активисты Сыктывкара, таким образом решив помочь учреждению, где постоянно не хватает денег на элементарные средства гигиены. И горожане откликнулись на призыв волонтеров. Большинство граждан, которые приносят нам памперсы и другие средства ухода за детьми, желают остаться неизвестными. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, которые участвуют в судьбе наших воспитанников, и низкий им поклон. Таких людей, которые готовы помочь детям, будь то тяжело больным или попавшим в трудную жизненную ситуацию, немало. Но от этого, к сожалению, проблем не становится меньше. Поэтому и нет границ у благотворительности. И требует она все более активного участия неравнодушных людей. Тема нашей программы сегодня – благотворительность в Коми. Как сделать больше? Телефон прямого эфира 46 90 60. В нашей студии сегодня руководитель детского благотворительного фонда «Сила добра» Татьяна Козлова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Геннадий.
Я хотел бы задать первый вопрос такой. По какому принципу отбирается ребенок, для которого идет сбор денег в нашей акции, в которой участвуют все СМИ, «Спасти ребенка»? Что там, срочность, размер суммы, какие критерии? Ну, при обращении родителей в благотворительный фонд, при сложившихся разных ситуациях, естественно, что мы идем за консультациями к доктору, который лечит этого ребенка, и фонд всегда консультируется с лечащим врачом. Мы никогда не принимаем ответственность на себя, то есть это коллегиальное решение. В данной конкретной ситуации, которую мы завтра с вами будем показывать, она не медицинская, она больше социальная, потому что очень много проблем у девочки и очень много проблем у папы, который ухаживает за этой девочкой. И, наверное, всеми нашими общими усилиями мы можем эти проблемы порешать. То есть получается так, что обращаются родители, да, ребенка и говорят, что вот такая-то ситуация, и вы вот из всего вот списка проблемных ребят, да, мы знаем, вы более 400 ребят прошли за 6 лет через фонд «Силы добра», вы выбираете этого ребенка. Вот я правильно понимаю, что в этой акции принимают участие не только частные лица? Вот когда вы анализируете пожертвования, которые приходят, это предприниматели, предприятия, бизнес. Как вы можете разделить? Или вы не разделяете эти деньги, которые приходят на помощь ребенку? Каждое благотворительное пожертвование, оно имеет именное целевое назначение. Человек может просто сделать благотворительный взнос. По уставу благотворительной организации в назначении платежа всегда должно быть указано благотворительный взнос. Иначе этот перевод облагается налогом. Благотворительное пожертвование не облагается налогом. Это первое и важное и всегда. Второе. В назначении платежа может быть целевое назначение платежа. Благотворительный взнос для, например, Ивана Иванова. И тогда мы понимаем, что внутри нашего счета, на лицевом счете ребенка организуется сбор средств. И мы можем, есть программа 1С, открыть эту программу и увидеть, какие жертвователи в какое время жертвовали какие суммы, какая сумма у нас имеется для того, чтобы потратить эти средства. Акция у нас проходит в течение, ну, так скажем, формально в течение дня, да, то есть все средства массовой информации сообщают о ребеночке, сообщают, куда можно отправить деньги, но я так понимаю, что сбор средств продолжается и дальше. В течение месяца. По результатам, какую информацию вы сообщаете? Ведь ну, не можете вы сообщить там сразу, там ребенок, там, предположим, выздоровел, хотя дай бог каждому из детей, которым мы помогаем. Но какая информация принципиально здесь важна? Которую вы обязаны, может быть, сообщить? До каждого благотворителя важно донести информацию, что их средства зачислены на счет фонда. И если это СМС, то мы имеем возможность доступа к своему личному кабинету и регулярно оповещать средства массовой информации, которые являются окном информации для... Понятно, конечно. Да, конечно, вашими устами люди видят и слышат то, что происходит и в фонде, и с пациентом. И, конечно же, важно, наверное, тот результат, ради которого мы проводим акцию. То есть, если собирали, предположим, вот Олегу Карманову, который был героем нашей первой акции, да, мы собирали средства на то, чтобы он получил какой-то аппарат специальный, правильно? Специальный аппарат, который позволит ему вертикализироваться и ходить без помощи родителей. Деньги мы собрали. Да, в течение месяца мы оплатили сразу же расходные материалы, которые за границей закупались. И собирал этот аппарат, должен собрать наше производство космической промышленности, которая помогает еще и с изготовлением протезов и ортезов. На сегодняшний день началась сборка, примерка и подгонка этого аппарата. Олег сейчас находится в Москве. Вот мы хотели показать видео, если есть у нас у режиссера, если есть возможность. Олега можем показать? Да, у нас был, да, в сюжете как раз был Олежка. Вот многие интересуются, что сейчас. Мы хотели, признаемся честно, связаться по телефону с его мамой, но Юлия сказала, что вот мы сейчас очень заняты этим, не хотим, как они говорят, она чисто, не хотим сгладить эту ситуацию, но вот пускай все идет как идет. Итак, а на какой стадии сейчас находится? И мама сказала в сюжете о том, что он хотел бы пойти в школу уже и так далее. Мы можем сказать, что эта акция сделала какой-то шаг вот к исполнению мечты? Мы сделали все возможное, чтобы эта мечта сбылась. Сейчас, скажем так, ответственность техников за сборку аппарата и ответственность за Олегом, потому что с этим аппаратом надо научиться обращаться. Он находится в Москве? Он находится в Москве. Сейчас идет подгонка вот этих деталей, которые мы оплачивали, для того, чтобы адаптировать под индивидуальность телосложения Олега.
Вот. И потом начнутся тренировочные занятия. Это будет в Москве же? Это будет в Москве. Именно на том производстве, где происходит сборка и вот подгонка этого аппарата. И затем, если все проходит хорошо, Олег, вместе с аппаратом? Да, мы очень Приезжает сюда. надеемся. Может получиться так, что аппарат подгонят, Олег не до конца сможет научиться на новогодние праздники, приедет, дома Новый год встретит и обратно поедет обучаться работе, ходьбе именно в этом Я аппарате. Угу. Ну, пожелаем Олегу успехов и маме терпения. И я что всё очень получится. надеюсь, Мы надеемся, что потому все получится. Олег очень талантливый Он первенец был, да, талантливый молодой человек, и первенец был нашей акции «Спасти ребенка». Мы очень надеемся, что у него все получится, и мы станем свидетелями того, как он пойдет в школу, и исполнится мечта и его, и его мамы. Но в любой стране мира, надо сказать, и даже самым высоким уровнем развития медицины, действуют благотворительные фонды. Заслуженный врач России, онколог Владимир Алексеевич Косов говорит, что бесполезно обижаться на государство за тех больных, кому оказывают помощь благотворительные фонды и просто неравнодушные люди. Ни одна страна мира сегодня не может сказать, что в сфере здравоохранения у нее нет никаких проблем с финансированием. Вот его комментарий. Деньги, направленные на здоровье, они бесконечные. То есть там нет ограничений. Сколько бы мы ни выделяли, их никогда не хватит. Поэтому даже вот это участие, которое мы можем оказать в жизни этих людей, которым это необходимо, это уже является достаточно для того, чтобы мы сказали, что люди, помогайте друг другу. Мы идем не уникально в этом плане. Не уникально, потому что на Западе это очень широко распространено. И мы даже знаем, что многие миллиардеры отказывают от своих миллиардов для того, чтобы и отправлять на благотворительную помощь. Она говорит, нам достаточно для нашей жизни тех денег, которые у нас остаются. Вот после того, что сказал Владимир Алексеевич, Татьяна, ваш фонд, как вы уже сказали, общается постоянно с врачами, лечащими врачами, с Министерством здравоохранения. Есть выделение квот для тяжелобольных детей. Как вы взаимодействуете? Как происходит это здесь? Всегда ли гладко? Гладко не может быть, но мы стараемся найти конструктивный диалог и прийти к тому, чтобы максимально до пациента была донесена та помощь, которая необходима. Как вы делите зону ответственности? Ваша благотворительная организация, Министерство здравоохранения, государства? Есть закон об охране здоровья граждан, в котором прописано то, что обязано делать Министерство здравоохранения. И есть те вещи, которые не учтены были в этом законе, и тогда вступает в работу любая благотворительная общественная организация. И, к сожалению, наше присутствие в мире общественных организаций, которые занимаются помощью пациентам, оно обусловлено тем, что пробелов в законодательстве хватает на сегодняшний день. Вы знаете, я понимаю, о чем вы говорите. Наверняка есть, к сожалению, великому, среди врачей те люди, которые, может быть, больше беспокоятся о своем реноме, о своем мундире. Но я знаю одно, цель-то одна. Что у вас, что у государства. Я Да, правильно понимаю? конечно, конечно. Цель сделать ребенка там, или взрослого человека, кому нужна помощь, здоровым, вылечить его, помочь ему. Вот есть у нас телефонный звонок, мне подсказывает наш режиссер. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста. Я знаю, что Татьяна Анатольевна открывает реабилитационный центр. Я бы хотела узнать, чем он занимается и как туда попасть. Да, как определить ребенка? Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Ну вот, коль так, ваш реабилитационный центр, что это за центр? Ну там небольшая комната, я понимаю, центром назвать нельзя. Ни в коем случае. 238 квадратов, это 10 кабинетов, которые Прилично. оборудованы, разное оборудование там находится. На сегодняшний день мы не можем сказать, что мы открыли этот центр, потому что идет процесс до ремонта и приведения в соответствующее состояние. Но у нас уже идут консультации невролога, у нас есть занятия логопеда и дефектолога, идет адаптивное физическое образование родителей и детей, кондуктивная педагогика, другими словами. И все это вызвано тем, что на сегодняшний день нет системного подхода к реабилитации детей тяжело больных. Это то, о чем мы с вами говорили ранее. Как нельзя лучше, скажем, наш сегодняшний вопрос, как вот специально прозвучал именно в тот момент, когда мы можем привести пример, когда же должна общественная организация включиться. Нет системного подхода. Мы попробуем
сделать так, чтобы у нас был системный подход. Есть пробел, туда общественная организация входит. Я правильно понимаю? Конечно. Но это же нормально. Да, конечно. И мы бы не хотели, чтобы наш реабилитационный центр закончился тем, что 10 сеансов массажа, 10 сеансов ЛФК и все. До свидания. Ни Иди в коем как-нибудь. случае преемственность специалистов узкого профиля. Это не медицинский центр, это центр социально-педагогической реабилитации. Но медики, тем не менее, присутствуют у вас? Ведь Конечно, потому что дети с серьезными заболеваниями. Как они я понимаю, как они отозвались, медики, на этот призыв ваш? Те специалисты, которые пришли к нам работать в фонд, они, конечно же, работают в республиканских учреждениях и приходят к нам оказывать услуги по совместительству. Я понимаю. Это люди, которые имеют не просто опыт работы, а они считают призвание своим и совершенствуются в этом направлении. Это наш дефектолог Александр Борисович Нам и наш невролог Андрей Михайлович Кузнецов, которого знают по реабилитации и в санатории Лозом, и в Лемью. Прозвучал еще вопрос, Татьяна, извините, прозвучал вопрос, как попасть в центр, вот в реабилитационный случай, если возникает такая Если человек необходимость? живет в Что надо Сыктывкаре делать? со своей семьей, то предварительно нужно записаться с 11 до 13 часов по телефону 39 16 52 для того, чтобы прийти на консультацию. И в дальнейшем врач будет рекомендовать вам тех специалистов, исходя из вашей медицинской истории, которые больше необходимы вашему в любом ребенку. случае, врачебная помощь тут они... Мы не компетентны, мы не являемся медиками, поэтому эту ответственность мы на себя не можем взять. Давайте мы повторим можем еще раз номер телефона. Организацию 39 16 52, это стационарный телефон нашего фонда. По нему с 11 до 13 можно позвонить. Бывает так, что мы где-то на объекте находимся, и вы не переживайте, если телефон не отвечает, нужно быть более настойчивыми. Давайте еще один телефон возьмем, у нас сегодня звонки замечательные. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, пожалуйста, говорите. К сожалению, нет связи. Скажите просто, Татьяна, вот вы сказали, что действительно в первую голову врач определяет. А вообще, кто определяет? Вот этому ребенку нужно лечение в федеральном центре или там за рубежом, или может быть в какой-то клинике, которая находится в России, просто российской, там в другом городе. Кто принимает это решение, когда вот вы занимаетесь в том числе отправкой ребенка туда? Куда? Ну, в какой-то центр, предположим, российский, для лечения, вот и так далее. Кто выбирает этот центр? Начнем с того, что есть алгоритм последовательных действий, который расписан в Министерстве здравоохранения, начиная там от первого звена: амбулатория, поликлиника, районная больница, республиканская областная больница, потом идет федеральные центры по узкому профилю заболевания. И если родитель обращается за помощью, имея квоту на руках, бесплатное лечение, в том просит помощи, чтобы мы оплатили дорогу к месту лечения, проживание и некоторые обследования, которые необходимы, то, конечно же, мы откликаемся, потому что это очень важно — поддержать наше Министерство здравоохранения в этом направлении. Если на сегодняшний день микрополяризация мозга головного не входит в те квоты, которые были раньше, немножечко сократили возможности бесплатной медицины. Родители приходят и просят нас об этом. Конечно, при показании медиков, при доказательстве того, что семья не имеет достатка нужного, и мы консультируемся у врача, и врач говорит, что да, конечно, нужно, тогда мы подключаемся. Если ситуация бывает такая, что экстренно умирает ребенок от порока сердца, и врачи говорят, что на оформление квот необходимо какое-то время, а нужно делать сегодня, сейчас, как это было год назад с Максимом Иванковым из Воркуты, то фонд дал гарантийное письмо из Санкт-Петербургу, в Санкт-Петербургском педиатрическом университете государственном. Ребенку провели операцию по гарантийному письму, он вернулся здоровым в Воркуту, а фонд еще в течение 3 месяцев за счет благотворительных пожертвований возвращал вот эту сумму. Спасибо. Давайте все-таки примем звонок, настойчив наш телезритель. Здравствуйте, вы можете говорить. Алло. Да, пожалуйста, вы можете говорить, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить Татьяну Анатольевну и Ионный фонд. С Татьяной мы уже давно знакомы, когда только фонд открывался. Меня зовут тоже Татьяна, сын у меня Богдан. И когда
нам было совсем плохо, и ихний фонд приобрел для нас аппарат для контроля дыхания. Помогло, Татьяна? Помогло? Конечно, помогло. Я вообще благодарю то, что такие фонды существуют, и то, что люди добрыми сердцами вкладывают туда деньги, они помогают нашим детям. Спасибо вам за ваши добрые слова. Очень приятно их сегодня услышать. Один из крупнейших, кстати говоря, благотворительных фондов России – фонд «Подари жизнь». Такие фонды активно работают с регионами, и для них очень важно доверие к благотворительности в целом. Вот что сказала нам сотрудник фонда «Подари жизнь» Ирина Чебакова. Мне кажется, что эта активность населения благотворительности, она является показателем какой-то свободы личности и ответственности свободной личности, когда люди понимают, что не все в стране зависит от государства, и не может все зависеть от государства, от государственных денег, что что-то должно зависеть лично от каждого человека. Что вот такими пожертвованиями, участием в благотворительности люди как раз делают то, что государство сделать не может. Вот мнение Ирины Чебаковой из фонда «Подари жизнь». Татьяна, вы контактируете с федеральными фондами? Как осуществляются эти контакты и насколько они результативны? Мы не были столь, наверное, успешными, если бы жили только в Республике Коми в замкнутом пространстве. Фонд «Подари жизнь» 3 года обучал и меня, и наших сотрудников особенностям ведения бухгалтерии, особенности работы с пациентами, с медицинскими учреждениями. Мы делимся контактами не только родителей и врачей, но еще и наших поставщиков лекарственных препаратов. Мы также очень тесно сотрудничаем с фондом «Адвита», который работает в Санкт-Петербурге при клинике имени Раисы Горбачевой, где проходит трансплантацию костного мозга жители нашей столицы и региона в целом. И этот фонд подхватывает квоту и в дополнение к ней, несмотря на то, что это все-таки жители регионов, работает с ними и помогает с лекарствами и расходными материалами. Мы работаем с Калининградским благотворительным центром «Верю в чудо». Мы работаем с Новосибирским фондом «Созвездие сердец», и бывают пациенты, которые приезжают в НИИТО, это институт травматологии. Наших пациентов встречают, сопровождают и оказывают им помощь. Здорово, что есть такие контакты, они, конечно, помогают. Но вот надо сказать еще раз, подчеркнем, что завтра в акции «Спасти ребенка» мы все, и телевизионщики, и представители других СМИ, будем помогать 10-месячной воркутинке. Ее зовут Надюша Минаева. Так вот, Надю ждет очередная сложнейшая операция в Санкт-Петербурге. Вот вы видите Надюшу, замечательную 10-месячную, на своих экранах. Вот на что нужны средства сейчас? Я так понимаю, что государство оплачивает операцию. Есть квота. Все, квота есть. На что будем собирать средства? Средства необходимы для того, чтобы оплатить дорогу к месту лечения и обратно папе, который находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Он воспитывает ребенка один, я так понимаю, да? Там сложная семейная ситуация, скажем так. Не совсем корректно говорить про семейную ситуацию. Да. Мы говорим о том, что есть больной ребенок и есть папа, который ухаживает за ребенком. Это будет правильно, да. На сегодняшний день есть проблемы с пропиской папы и ребенка, и они не могут при наличии инвалидности оформить пенсию, которую государство оплачивает. Да? Понимаем, да. И социальные гарантии расширяются при оформлении пакета документов. Мы говорим о том, что во время проведения операции, во время нахождения ребенка в реанимации, после операции, папа где-то должен проживать. Безусловно. Нужны средства ухода, подгузники, лейкопластыри, которые гипоаллергенные, которые тоже нужно приобретать, влажные салфетки, присыпочки, все вот то, для что... всего этого Конечно, нужны средства. Но после того, как они вернутся из Санкт-Петербурга, и еще впереди несколько операций, потому что у Надежды множественные пороки развития, и они все могут быть исправлены, и ребенок может полноценно жить. Но мы уверены, что не только воркутинцы отзовутся и окажут помощь Надюше и ее папе. Вы не первый год занимаетесь, Татьяна, благотворительностью. Сейчас люди отзывчивее? Не совсем правильный вопрос. Есть время, когда у людей больше возможностей, есть время, когда меньше возможностей. На сегодняшний день мы не должны скрывать, что все-таки есть экономические проблемы.
Но у нас есть постоянные благотворители, и мы с бухгалтером, когда смотрим поступление в фонд, в одно и то же время, когда приходит пенсия, маленькие перечисления, но они такие важные. Спасибо вам большое, наши постоянные благотворители, за то, что вы переводите эти средства. Есть небольшие ИП, которые являются нашими благотворителями. Есть анонимные благотворители, которые жертвуют крупные суммы, но не очень часто, но при этом это какая-то адресная помощь, спасение какого-то конкретного ребенка. Все это большая команда нашего фонда, и фонд это не только Татьяна Козлова, Конечно. это огромное количество наших благотворителей и волонтеров. Накануне программы мы вышли на улицу Сыктывкара и узнали у горожан, как они относятся к благотворительности. О том, что нам сказали сыктывкарцы, буквально через минуту у нас реклама. Это детали дня. Сегодня мы говорим о благотворительности. Итак, мы спросили сегодня у сыктывкарцев об их отношении к благотворительности. Вот их позиция. Большинство этого всего происходит в интернете. Вот, и этому я мало чему верю. Потому что каждый второй может создать страничку ВКонтакте и написать, что вот человек болен и всему это. Самая лучшая помощь – это когда ты сам идешь и делаешь, нежели чему-то ты веришь в интернете. А кто поможет, если операция дорогая? Только народ может помочь. Ну, если вот на ящичке, там, допустим, больной ребенок, в магазин, когда хожу, где-то сдачи, я тоже ящички кидаю. Кому не даю. Почему? Знаю, что на это дело. Нет, а если вот это больной ребенок? Если акция специально идет? Есть на это Министерство здравоохранения. Конечно. Почему? Жалко деток. Кто им еще не поможет, как не мы? Только мы. Все вместе. Но почему не помочь, если есть возможность? Вам не кажется, что негативное отношение к благотворительности, оно присутствует? То есть люди не хотят давать деньги, потому что есть те, кто обогащается. На этом пытаются, есть мошенники. История, которая случилась недавно с фондом «Сила добра» в Троицко-Печерске. Да? Позвонили люди, сказали, мы из фонда «Силы добра». Выманили людей 69 тысяч рублей. Что делать, если такой звонок раздается от вашего имени? Вот буквально алгоритм, Татьяна. Все те, кто нас сегодня смотрит, должны понимать, что ни одна организация, которая имеет финансовые обязательства и которые проверяют юстиция, налоговая инспекция, пенсионные фонды, соцстрахи, то есть это финансовая организация, не может переводить деньги просто так. Для того, чтобы обосновать перевод этих денежных средств, нужно очень четко собрать пакет документов и подтвердить потребность вот этого всего. То есть если вы не сдавали никуда выписку, не прикладывали свои справки о доходах, если кучу других пакетов документов, которые обычно благотворительные организации собирают, если вы не подписываете договор о том, что вы получаете благотворительные средства, и там не прописано, что вы должны отчитаться и цели обязательного пожертвования, то вы должны насторожиться. Это может быть обман. У нас в Сыктывкаре недавно стали говорить о том, что очень много появилось ребят в каких-то желтых куртках с названиями «Гражданский активист». Они представляют некий благотворительный фонд и очень настойчиво, вот вы видите на слайде фотографии этих молодых людей, они очень настойчиво подходят к людям, буквально требуют у них деньги, не по одному разу, совершенно бесцеремонно достаточно. Вот ваше отношение к таким методам. Вы считаете, кстати говоря, насколько я знаю, фонд зарегистрирован официально. Вот разве так можно? На мой взгляд, это, наоборот, отворачивает людей от желания действительно помочь. Но здесь две оценки, может быть. Как руководитель организации, конечно, я могу сказать, что это негативно влияет вообще на имидж благотворительности и развитие культуры благотворительности, потому что эти методы немножечко, скажем так, некультурные. Другой вопрос, если как частное лицо, то нужно понимать, что это право выбора твое как частного лица. Ты можешь помочь, можешь пройти мимо. Было обращение в МВД от граждан Сыктывкара по поводу работы этого фонда, по поводу работы представителей этого фонда в Сыктывкаре. Вот комментарий представителя Министерства внутренних дел нашей республики. В полицию Сыктывкара обратилась местная жительница с просьбой провести проверку деятельности одного из благотворительных фондов, волонтеры которого собирают пожертвования на помощь больным детям на улице. В настоящее время по данному факту участковыми уполномоченными полиции проводится проверка. Предварительно установлено, что люди в желтых жилетах, собирающие пожертвования, представляют общество «Аурея», которое зарегистрировано в Красноярском крае. Данная организация оказывает социальные услуги, в качестве которых значится и сбор пожертвований на благотворительность. Что касается привлечения к сбору денежных средств несовершеннолетних, то это не является нарушением, если на это есть разрешение родителей.
Проверка по сообщению жительницы Сыктывкара продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Каких-либо иных заявлений с сообщениями проверить деятельность благотворительных фондов в полицию региона не поступало. Вот такая информация от МВД. Собственно, уважаемые друзья, ваше решение, давать ли деньги этим молодым людям. Но, повторю еще раз, некоторые из них, когда им задавали вопросы, они сразу не смогли назвать, каким детям помогают и какова будет отчетность по этим деньгам. Тем не менее, по информации МВД, деятельность вроде как официальная. А у нас сколько вообще благотворительных организаций, Татьяна? Вам не кажется, что, ваше мнение, извините, может быть, за жесткость вопроса, что благотворительные фонды становятся конкурентами друг другу? Или чем больше, тем лучше? Все зависит от того, как работает благотворительная организация. Вот у нас есть в Усинске благотворительный фонд «Пульс радости». Они охватывают работу с нуждающимися людьми, которые находятся в Усинске. Они знают всех, и все знают их. Это плохо или хорошо? Это прекрасно. Здорово. У нас есть благотворительные организации в других и благотворительные проекты в городах. Таким образом, чем больше, тем лучше, если это нормально организованная организация. Не всегда благотворительность – это деньги, сбор средств. Конечно. Это может быть волонтерская помощь, которая через благотворительные формы работает. Это верно. Вот мы столкнулись с такой ситуацией, уважаемые друзья. В группе ВКонтакте одной из благотворительных организаций республики был размещен вот такой необычный рекламный слайд. Покажите, пожалуйста, нам. Надпись такая: «Ты заказал дедушку?» И вот телефончик в Сыктывкаре, мы, естественно, его затерли. Надпись, конечно, может быть шуточная, но странная. Во всяком, мягко говоря. Мы позвонили по указанному телефону, и вот наш разговор с этими людьми, которые мы чуть сократили из экономии времени. Давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Я вот по объявлению. У вас дедушку можно заказать? Да, можно заказать. А сколько это будет стоить? До 30 декабря стоимость 500 рублей, 30-го уже 1500 и 31-го 2000. Частная структура вы или благотворительная? Частная. Частная, да? Вот просто у вас реклама там в группе благотворительного фонда и тут... Мы сотрудничаем с этим фондом как волонтеры. Хорошо. Там просто размещаем свою рекламу тоже, потому что там много народу посещает эту группу. Все просто. Много народу посещает группу, и там реклама. Мы вроде как волонтеры, но при этом, тоже, чтобы за спасибо как бы не работать. Получается так, да? Чтобы как бы немножко вернуть денежку, там размещаем эту собственную рекламу. А вот, может быть, конечно, ничего такого в этом нет. Но благотворительность, она разве требует каких-то преференций для того, кто дает? Вот я же вам Дедушку Мороза прислал туда, к вам, к вашим, в качестве волонтера. Вы не могли бы мне дать возможность воспользоваться вашей группой? У вас же там много посетителей. И мы заработаем на этом. Ваше мнение, Татьяна? Немножечко в шоке от того, что я слышу и вижу. Наш фонд так не работает, но это, наверное, больше связано с правилами, которые для себя принимает руководитель организации и попечительский совет, потому что есть все-таки этика благотворителей, и мы должны понимать, что благотворительная организация преследует свои цели. Безвозмездное оказание помощи нуждающемуся человеку. Ваш фонд обращается, я понимаю, люди говорят: вот мы тут недавно вам перечислили денежку, вот могли бы там рекламу, там стройматериалы? Нет, видимо, мой внешний вид не позволяет людей такие предложения делать. Но вообще-то, по большому счету, пользоваться ВКонтакте и другими социальными сетями для того, чтобы привлекать средства для решения вопросов, довольно популярно, и получается это, в общем-то, достаточно успешно. Вот одна из семей приехала недавно из Коми в Свердловскую область. У 5-летней Лизы эпилепсия, ДЦП. Сейчас на связи с нами из города Верхняя Салда мама Лизы, Оксана Кадочникова. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Оксана, я так понимаю, что вы как раз занимаетесь тем, что привлекаете деньги для своего ребенка в группе ВКонтакте. Вот как вы пришли к мысли самостоятельно собирать такие средства? Казалось бы, что в России достаточно большое количество благотворительных фондов, однако есть такая проблема – это очереди. И, к сожалению, фонды не могут помочь всем, кто обращается к ним. Именно так. Поэтому приходится своими силами собирать деньги на лечение ребенка. Сколько раз вы это делали уже, и насколько это было успешно? Мы собирали деньги в соцсетях уже 4 раза, сейчас вот 5-й сбор. И достаточно успешные были. Насколько активны граждане, Оксана? Граждане активны, и мы очень благодарны всем, кто принимает участие в сборах, кто помогает нашей Лизе.
Но вот сейчас, на данный момент, 5-й сбор у нас открыт и, к сожалению, не очень активно. От чего это зависит, как вы думаете, в данном случае? Ну вот вообще, как вы смогли расположить себе людей, что они вот действительно участвуют в этом сборе? Как вы смогли расположить? Не знаю. Ну, мы, во-первых, делаем отчеты. Это важно, безусловно. Это большая ответственность на нас, жить перед благотворителями, потому что мы понимаем, что за каждую копейку мы отвечаем. Это новости о Лизе. Постоянно рассказываем о ней, делимся информацией о том, как нужно лечить ДЦП домашних, не только в реабилитационных центрах, потому что важную часть лечения ДЦП составляет домашние занятия, непрерывность лечения. Поэтому Спасибо. Я думаю, что... Мне понятно. Я благодарю вас еще раз, Оксана, за участие в нашей программе. Я желаю здоровья вашей замечательной Лизоньке. Пускай у вас все получится, и пускай вам помогают и фонды, и активное участие ваше, личное. Потому что вы делаете очень нужное дело для своего ребенка, показывая пример, может быть, другим родителям, у которых опускаются руки. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Татьяна, скажите, пожалуйста, ваше отношение к тому, вот как люди собирают эти деньги, как вы к этому относитесь? Может быть, и ваши подопечные также делают? Да. У нас есть семьи, которым мы помогаем, но параллельно они проводят сборы. Потому что, к сожалению, наш фонд ограничен в тех направлениях, которые мы реализуем, и оплачивать, допустим, в другие страны курсы реабилитации мы не можем без назначения врача. Нет никакой ревности. Ну чего вы тут? Вот мы же вам собираем. Ревность – это глупость. Тем более, что задача, тем более одна, о которой мы с вами говорили в середине программы. Завтра акция «Спасти ребенка», в которой может принять участие каждый житель нашей республики, не только все, кто смотрит телеканал Юрган, например, его смотрят практически по всему миру. Ваше обращение жителям республики вот о том, что будет происходить в акции «Спасти ребенка». Вот ваша телекамера. Прошу. Мы можем с вами повлиять на судьбу маленькой девочки, которая на сегодняшний день, помимо проблем со здоровьем, имеет очень много других проблем, которые связаны с любовью мамы, с заботой папы, с местом прописки, социальным пакетом, который она не может получать в связи с тем, что документы не оформлены. И я очень прошу вас сегодня поддержать эту девочку для того, чтобы завтра у нее наступило. Для того, чтобы папа поверил, что он не один, и он может справиться с этой ситуацией. Что вокруг специалисты, которые могут помочь бесплатно за счет квот и бесплатной медицины вылечить ребенка и дать ему возможность полноценно, как можно больше полноценнее жить и радоваться тому, что каждое утро наступает и каждый вечер папа рядом. Спасибо, Татьяна, за участие в нашей программе. Это были «Детали дня». Мы говорили о благотворительности в нашей республике. Завтра в 8 вечера «Детали дня», личный прием с Ильей Зубовым. Речь пойдет о пенсионном законодательстве. Всего вам самого доброго.